откуда интерес к истории, я, наверное, точно не смогу сказать. Как вообще формируются наши привязанности, это такая загадка природы. Хотя есть у меня вот своя собственная версия, потому что учебники по истории, они были очень красочно проиллюстрированы. Особенно вот учебники там древней истории, средневековой. Привлекли сначала рисунки, потом захотелось узнать, кто на этих рисунках изображен, что они делали. И вот так вот потихоньку началось увлечение историей. Человек, который серьезно занимается наукой, он должен постоянно заниматься самообразованием. Ученый, он должен быть как спортсмен. Если спортсмен перестает тренироваться, он теряет форму. Точно так же и человек, который занимается наукой. Хасан, а ты сегодня здесь в целях научного исследования? Ну как сказать, я давно хотел посмотреть на этот замок Фаншмон. Здесь бывали такие знаменитые люди, как Вальтер Скотт, Петр I приезжал сюда. Ну и заодно, раз выпала такая возможность, хотел сравнить кладку этого замка с кладкой наших войнарских башен. Ну, я очень много бывал в горах, в Ингушетии, в Чечне, видел наши башни. И могу сказать, что они типологически как бы едины. Хотя архитектурный стиль, конечно, другой, но сама кладка, она очень похожа на кладку наших войнарских башен. Да и вдохновение можно, наверное, подпитаться здесь, да? Ну да, историков История. тянет к историческим местам, вот как музыкантов тянет там консерватории какие-то, там, художников музеи. Нас тянет вот на такие места, мы тут черпаем творческое вдохновение, можно сказать. А жизнь в Европе как-то влияет на твое воззрение, на твою работу? Да, влияет, потому что всегда полезно соприкоснуться, так сказать, с предметом изучения. Потому что одно дело все эти вещи изучать на расстоянии, теоретически, и совершенно другое дело соприкоснуться, так сказать, материально, дотронуться до этих вещей, увидеть их. И такое двоякое впечатление от этого. Вещи, которые на расстоянии казались поразительными, непостижимыми, вблизи они кажутся более приземленными, так скажем. Ну и напротив, другие вещи, которые казались вот такими малозначимыми в культурном, историческом смысле, они вдруг оказываются более многозначными, более величественными. Но это, конечно, все определенным образом меняет, если и не мировоззрение, то какой-то настрой, с которым ты работаешь. Хасан, пребывание нашего народа здесь, в Европе, будет иметь какие последствия, на твой взгляд? К сожалению, наша история настолько трагична, что у нас есть опыт для любого рода явления. В том числе у нас есть исторический опыт и для того, чтобы оценить, как влияет на наш народ жизнь в эмиграции. Мы знаем, что после окончания или поражения движения имама Шамиля десятки тысяч войнаров переселились на Ближний Восток. В Турции произошла сильная ассимиляция, в Сирии тоже, в Иордании меньше намного, ну и так далее. Ожидает ли
войнавскую диаспору в Европе такая же судьба сегодня? Я думаю, что нет. Почему? Потому что в те времена, вот в середине 19 века, переселение в такой далекий регион, это было сродни переселению почти на другую планету. Потому что прерывались все связи с домом, эти люди вот как бы очутились в другой среде этнокультурной. Но сегодня мы как бы далеко не переселились в войнах, и мы сохраняем какие-то связи, общение с домом. Коммуникационные средства сегодня настолько развиты, что мы можем ежедневно разговаривать со своими родственниками, даже видеть их через скайп, когда мы говорим. Так что этого впечатления оторванности, переселения на чужую планету сегодня нет у нас. И, естественно, мы сохраняем именно по этой причине сильнейшую такую психологическую привязанность к дому. Это очень важно. Но это один аспект. Второй аспект, само по себе наше пребывание теперь уже сотен тысяч, скажем, войнахов в Европе, на мой взгляд, это играет скорее позитивную роль, чем негативную. Почему позитивную? Потому что мы знаем, что люди, живущие, ну, скажем так, на постсоветском пространстве, они платят большие деньги, чтобы их дети учились в Европе. В Европе очень хорошее школьное образование, вузовское образование. Наши дети, как мы знаем, демонстрируют поразительные, вот эти европейцы поражаются, способности и в школах, и в вузах, и в спорте. Так что мы очень активно осваиваем культуру Европы. Но значит ли это, что мы впитываем в себя все, что породила Европа, в том числе, как и мы знаем, массу негативных с позиции наших традиций, вещей? Нет, мы эти вещи не впитываем, потому что, сохранив такую психологическую привязанность к дому и в большинстве случаев проживая в окружении своих соотечественников, мы сохранили восприимчивость к общественному мнению войнавского. Общественное мнение всегда диктует нам, что можно принимать, что хорошо и что плохо. Именно поэтому вот те фильтры, которые стоят внутри нас, нравственные фильтры, они пропускают хорошее и задерживают плохое. Ну, естественно, не без исключений, есть какие-то там исключения. Я говорю о тенденциях, не о частных людях. И поэтому я скажу, что наше пребывание в Европе скорее позитивно, чем негативно. Безусловно, сохраняя свои традиции, свою религию, свою национальную идентичность, мы одновременно с этим принимаем еще какие-то целые культурные пласты, традиции с Европы. И это нас обогащает, при этом не лишая нас своих традиций, своего мировоззрения. Хасан, а молодежь, которая вырастет в Европе, она сильно будет отличаться от сверстников в Чечне? Но я не думаю, что та молодежь, которая воспитывается в Европе, будет чем-то очень сильно отличаться от той молодежи, которая воспитывается у нас дома. Но прежде всего, скажем так, сегодня, на сегодняшний день, культура постсоветского пространства, она в каких-то своих базовых проявлениях, она европейская, в принципе. Хотя есть какие-то свои там политические, идеологические дела. Ну, в общем, постсоветское пространство попало в этот общий поток, вот, который сформировался в Западной Европе. Ну, те же предметы изучаются, такое же отношение там, к спорту, к природе и так далее, во всяком случае, вот, в декларативной части. Ну, безусловно, есть какие-то и отличия, потому что то, что на постсоветском пространстве многое только декларируется, ну, а в реальности не проявляется в полную силу, здесь это проявляется в полную силу, и поэтому у чеченской молодежи, у войнавской молодежи, которая воспитывается в Европе, возможно, у этой молодежи не будет вот такого несовпадения декларативного и реального.
А дома, на постсоветском пространстве, к сожалению, вот такие несовпадения не могут быть. Вот я вижу только в этом различие. Но на самом деле сейчас и Восточная Европа, и Западная Европа, они как-то, ну, скажем так, культурно выровнялись. И поэтому и та молодежь, и эта молодежь, они в одной культурной среде вращаются. Мне так кажется. По твоему мнению, в каком состоянии находится чеченская историческая наука? Чеченская историческая наука, мне уже приходилось говорить на эту тему, она схематически, она известна. То есть, если ее представить в виде схемы, она уже есть в более-менее завершенном виде. Какие-то места этой схемы, они выражены в полном виде, а какие-то места так и остаются схемой, не заполнены подробностями. Ну, естественно, по времени, по шкале времени, чем ближе к нам то или иное историческое событие, тем больше мы о нем знаем. Ну и наоборот, чем дальше от нас, тем меньше. Хотя есть, конечно, там исключения. События, которые ближе к нам, они более актуальны в политическом смысле и поэтому более конъюнктурны. А конъюнктурные события, они вызывают порой диаметрально противоположные трактовки. Это с какой позиции на это событие смотреть. Для кого-то это белое, для кого-то это черное. И, соответственно, описывается это событие или как белое, или как черное. Вот в этом смысле даже близкие к нам события, даже те события, которые прошли на наших глазах, они нельзя говорить, что они исторически вот достоверно описаны. Это историкам придется долго и кропотливо работать, чтобы восстановить этот факт во всей его аутентичности, скажем так, в том виде, в каком он произошел. Это вот близкие к нам факты. Ну, более древние времена, в силу какого-то случая, какие-то факты, они вот в силу каких-то обстоятельств, они освещены очень подробно. Мы можем даже историю какой-то семьи восстановить, которая несколько тысяч лет назад жила. И в то же время мы не можем восстановить историю какого-то народа, который жил в это же время, потому что данных нет. То есть вот такой комбинированный подход к истории с помощью хорошо известного восстанавливать малоизвестное. Это кропотливая работа, она напоминает работу детектива в чем-то. Детектив тоже по минимальным уликам пытается восстановить всю картину преступления. Историк также вот по этим минимальным вот данным, он пытается восстановить вот эту картину прошлого. Так что история, как я уже сказал, она в своей схеме, она известна, чеченская история, войнавская. Потому что на каком-то периоде у нас общая история, чечено-ингушская, войнавская. Ну и примерно с конца 18-го, начала 19 века она разветвляется уже сугубо чеченская история, сугубо ингушская история. Другое дело, что мало людей, которые работают над реконструкцией этой истории. Есть данные, есть книги, есть архивы. Просто у нас любят многие, вот я это неоднократно встречал, такие сетования, вот у нас очень богатая история, только ее скрывают от нас.
Ну, какие-то вещи, может, и скрывают, события 20 века какие-то. Но вот начиная с событий 19 века, никто их не скрывает. Все эти архивы ломятся от этих сведений. Есть опубликованные летописи закавказских народов, хроники более древних, там, античных, древневосточных народов. Просто это все надо изучать, суммировать, классифицировать и выдавать какую-то продукцию историческую, выпускать книги, какие-то журналы, чтобы выходили исторические. Это работа, которая по силам государству. Это государство должно финансировать эту работу, поощрять историков. История никуда не девается, эти книги не исчезают, архивы сохраняются, так что, возможно, какие-то вот идущие на смену нам поколения, они в полном виде, ну, максимально возможно, в полном виде издадут нашу историю. Хасан, а над чем ты сейчас работаешь? Ну, у меня в заделе пара книг сейчас. Я работаю, ну, сразу над 2 книгами. Можно сказать, что над одной я работаю, а на второй отдыхаю от этой работы, потому что одна это чисто научная книга, а вторая беллетристика. Даже в стиле фэнтези, можно сказать. Но если коснуться исторической моей работы, то она относится к очень древним временам. И можно сказать, что она немножко выходит за рамки ортодоксальной исторической науки, потому что касается некоторых тем, которые в какой-то мере лежат как бы за границей, за гранью, ну, материалистической науки, скажем так. Ну, многими такой метод не одобряется, это считается как бы уже не наука, а псевдонаука, но тем не менее мы, как люди верующие, мы знаем, что какие-то вещи, которые кажутся материалистам ненаучными, они на самом деле очень реальны в нашей жизни. И поэтому нам приходится учитывать их. И когда же нам можно ожидать выхода? Ну, одна работа, скажем так, уже вышла на финишную прямую, вторая где-то посередине. Ну, я думаю, полгода, год.